Акционерная компания «Алроса» направит 138 миллионов рублей на программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов. Подробности у Дмитрия Тымырова. В начале сентября правительство региона, Фонд будущих поколений и алмазодобывающая компания подписали трехстороннее соглашение, согласно которому до 2023 года за счет пожертвований компании «Алроса» будут проводиться научно-исследовательские работы в Вилюйской группе улусов. Значит, будет создана межведомственная комиссия, куда войдут представители «Алросы», правительства республики, Министерства образования и науки и также научного сообщества, который будет рассматривать текущую работу по проведению научных исследований и рассматривать итоги промежуточные и окончательные итоги работы этой комиссии. Реализация данного проекта начнется уже со следующего месяца, главной целью которого является обеспечение экологической безопасности, решение медико-биологических проблем и улучшение качества жизни населения Вилюйской группы улусов. Программа у нас в основном будет разделена на 3 блока. Первое – это мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков. Второе – это научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающих в бассейне реки Вилюй и Марха, и оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков. Как отмечают участники проекта, финансирование научно-исследовательских работ является вкладом не в науку, а в будущее республики. То есть задача экспедиции является не просто выявить фоновый режим загрязнений, сравнить с тем, что было раньше, потому что есть результаты исследований, тоже относится к состоянию здоровья населения. И завершающий этап, можно сказать, это будут рекомендации медико-социального характера относительно того, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы было экологическое благополучие природных экосистем и улучшилось состояние здоровья населения этих регионов. Следует отметить, что научные исследования будут носить комплексный характер и учитывать негативное техногенное воздействие на всю речную систему Вилюя. По итогам всех этих мероприятий научные работники должны дать объективную оценку по каждому пункту. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Илья Сыромятников, Якутск.